привет из солнечного Крыма. Лето 2023. Июль месяц. Маршрут дня. Орджоникидзе. Курортная. Плюс 30. Море после дождя вчерашнего. Вчера поливал дождь где-то часов 5. Море 20 где-то. Траву покосили здесь, он запах такой травушки. Ветер, падла. Едем через Коктебель. Курортная. Но туда ведет одна дорога. Через Коктебель. У нас уже на спидометре общий пробег 11280 на моторе Bosch Performance X 4-го поколения. Кажется, уже надо менять подшипники там. Ну, в общем, надо мотор разбирать и смотреть. Возможно, уже надо подшипники менять. Ну и так в целом посмотреть. Но здесь, в районе Феодосии, тут мастеров таких нету, которые специализируются на электричках. Это либо в Ялте, я уже посмотрю там ближе к зиме уже. Или если поеду в Сочи, там один есть магазинчик, паренек там ремонтирует, и так типа там магазин и ремонт. Вот либо в Ялте, либо в Сочи, будет видно. Пока ездим. Да, но вчера дождь такой был конкретный. Где-то с 6 часов и аж закончился он почти в 11 ночи. Поливал серьезно. Ну а сегодня солнышко уже. Там в Сочи, в Абхазии, там вообще пипец. Там такой прошел дождь. Ливень.
целый день шел, даже, наверное, 2 дня. Причем такой именно, да, ливеняка. Там подтопило много домов, там, блин, вообще жесть. Но это, кстати, каждое лето так. Вот в Сочи, в Абхазии. Ну, какой год чуть меньше, какой чуть больше. В этом прям году вообще там жесть, да. Обрушился дождь. Сегодня у нас большинство маршрут по трассе на 29-х колесах. Турборежим. Сегодня в горы смысла ехать нету. Вчера такой дождь прошел, что там в горах еще не везде высохло. А я вчера только приехал, потом вечерком помыл полностью колеса, полностью все, велосипед весь. Я вчера попал уже именно под дождь. Сначала в Феодосию ехал, попал на перевале под дождь. А потом еще плюс в Феодосии. Ну, в Феодосии, кстати, я успел, не было дождя. Это он уже потом пошел, когда я уже уехал. И потом с Феодосии еду. И он, короче, пошел в горах. Вот как с Феодосии спускаешься в Орджоникидзе. А я, короче, поехал правее по грунтовым дорогам. Хотел выехать на звездопад воспоминаний. Но попал под дождь. И пришлось свернуть в поселок, не помню, по-моему, за любовным поворотом там. Ну да. И я, короче, вчера по вот грунтовым дорогам весь был грязный как черт. Пришлось вчера сразу отмывать все. Вот такие делишки. Фух. Подъемчик пошел к любовному повороту. Тучки такие он
впереди, но это не дождь. Ну, по крайней мере, здесь дождя не передавали. По 2 сайтам я смотрел. Может, там где-то дальше к трассе на Симферополь. Фух. Фух. Переключиться надо. То я прям резво так на подъем еду. 20 км в час нормально. Фух. Да, тучки такие веселенькие. Красиво, красиво, да. Вот тут такая туча непонятная. Дождливая или не дождливая. Солнце там он. Вот интересно. Это дождливая туча или нет? То сейчас опять под дождь. Попадем, блин. Ха. Ну, сейчас хоть еду по асфальту. По асфальту не так страшно, как по грунтовым дорогам. Весь грязный, как черт. А по асфальту что тут? Нормально. Я один раз поехал в Тихую бухту заниматься. Ну, такая была пасмурная погодка. Приезжаю, значит, начинаю заниматься, сделал подход от 3 где-то, и начинает капать дождь. Тучки такие непонятные. Ну и я, короче, думаю, да ладно, надо ехать назад, а то сейчас как припустится. И я, короче, собрался только выезжать, а он как пошел, падла. Сильный прям. Я, короче, по этим грунтовым дорогам, горы между Орджоникидзе и Коктебелем, пока выехал, это было капец. Я был весь грязный как черт. Я даже в некоторых местах не вот мог ехать, потому что полностью уже грязь была на цепи, колеса все были вообще там грязнючие. Вот такие дела. Так что, с одной стороны, есть что вспомнить, а с другой стороны, блин, мыть потом все это впадло. Ну чё, дождь там не? Туча такая непонятная.
прохладненько так. Было 32, 33, 34 даже. А вот сегодня уже никак не 34. Сегодня у нас плюс 29 или даже плюс 30. Ну так, да. Воздух такой не жаркий. Он этот памятник самолету вверху он стоит. Ну, он, по-моему, правильно называется памятник планеристам. Вроде так. Кто-то едет на велосипеде. Еле... Ух ты, блин, коровы. Пускай пройдут лучше. Коровы эти. Летом. Давай, рядом мопед их на этом мотоцикле их гонит. Ля-ля там подгоняет их под жопу. Давай, давай, коровки, домой быстро. Кто-то еле тащит. Девчонка, похоже. Похоже на то. Ты. Тоже куда-то едет. Куда ты едешь, путешественник? Вот она едет на обычном горном МТБшке. Скорость там сейчас у нее максимум 10-12. А у меня, естественно, в 2 раза больше. Скорости. Он этот, вода запасная. Если закончится вода, есть запасная вода. В таких 4 цистернах. Одна цистерна там, наверное, на весь поселок. Так, а нам бы как-то сюда свернуть. Сможем это сделать? Сможем. Привал.
Что-то тучки такие странные. Как бы не на дождь, блин. Может, все-таки обойдет нас. «45» притопили. А сейчас спуск. Прохладненько. Сейчас будет это золотые, ой, хотел сказать золотые ворота. Страна коньяков. Страна коньяков. Да, ветер дует здесь. Так, что-то капает. Неужели пойдет дождик? Не должен. Давай сегодня без дождя. Ну, туча над нами как бы. Что-то покапывает. Ну, сейчас докуда, если что, доедем, станем, переждем. Ветер справа, падла, дует. Паршивец. Ух ты какой! Боковой, падла! Боковой паршивец! Идем на подъем.
Ну чё, пойдет дождь или не пойдет? Тучки такие вроде идут, а куда они идут, непонятно. Ох, ветер разбушевался. По прогнозу дождя нету, падла. Неужто пойдешь? Капец ветер. Сбавим скорость. Вот теперь не знаю, в курортное ехать или нет. Тучки такие непонятные. Ха. Может, останемся в Коктебеле? Фух. Да, тучки. Да. Да, еще может пойти дождь. Ну что, пойдет дождь? Нет. Делаем ставки. Куда едем с такой погодой непонятной? Ветер вроде куда-то дует, а куда он дует, непонятно. В какую сторону? Наверное, все-таки в курортно ехать смысла нету. Сейчас поднимемся на смотровую. И потом поедем пить кофе на набережную.
Я думаю, так будет лучше. Потому что что-то меня эти тучи смущают. Просто с курортного под дождем ехать как бы себе так себе. Так, километров сколько? 20. Лодку потащили. Ну да, тучи такие странные. Еще и ветер такой. Лучше в курортное, я думаю, сегодня не ехать. Хотя, может, тучи ветром разгонит. Блин, вот это фиг его. Не, ну его в баню. Лучше сегодня в курортное ехать мы не будем. Сейчас поднимемся на смотровую. Вон туча такая, офигеть. Тут что-то раскопали. Тут хоть мы сейчас спустимся с горы и все. Рядом уже с асфальтом как бы. Ну и тут уже в Коктебеле как бы рядом. А в курортное ехать так себе. О, блин. Так по прогнозу не стоит дождь. Типа пишут облачно с прояснениями. Ну ладно. И тебе дом. Ну так, что-то да. Моросит. Моросит чуть-чуть. Чуть-чуть моросит. Что это тут за буханка стоит? И это стоит. Перекрыли мне. А, тут окопы везде. Ну, перерыто все. О, начинается моросня. Тут что-то копают, да. Короче, поехали мы на набережную кофе, блин, пить. Что-то тут уже он начинается. О, да. Начинает моросить. Сейчас бы, блин, поехал в курортное. Вот так тебе. Погодка, блин. Погодка, не погодка. Давай уже езжай.
сигналишь. Да, моросня пошла. Вот падла такой, а? Летний дождь. Капает, но непонятно, пойдет он прям сильный или не пойдет. Непонятно. Непонятно. Подожди. Короче, поехали пить кофе. На катере что-то катается он. Тучи такие, конечно. Ну да, моросит. Летний дождь. Моросит. Да, красотища зато. Обалдеть. Красота, ляпота.
месяца приглашаем. Давайте куда-нибудь другое. Пошел. Сейчас. Собаки. Кофе в турке. Да, росня пошла. И где-то солнце где-то прорезается. Вон где-то солнце виднеется. О, тут еще и не проедешь. Пойдем назад. Давай. Мама, чарку дай. Мы будем рекламировать. Надо придумать. Костя, велосипед. Почему? Так я вот так за бортик буду. Костя. Костя, велосипед. Костя, велосипед едет. Константин. Ох, тут народу сколько. Еще и не проедешь. Кофе нашему. Моросня, падла. Хуже всего, когда такое. Так, проезжаем аквапарк. Мы, короче, попили кофе. И едем в Тихую бухту. Все-таки дождь прошел дальше, вон радуга еще одна, нифига себе. Над аквапарком туда, дальше. Ну да, дождь прошел в какую-то другую сторону.
Попробуем поехать в Тихую бухту. Вот и солнце уже. Все-таки надо было ехать в этот курортное. Идем. Сейчас подъем. Радуга с одной стороны, с другой стороны. Красиво. Вон она виднеется. Радуга, радуга. А там солнышко уже светит. Надо было все-таки курортно ехать. Да и все. А я что-то подумал, что дождь будет. Какой дождь нафиг. Просто тучи прошли куда-то туда дальше. Ну что, рискнем через Тихую поехать, что там подсохло, нет? Впереди радуга, вон она. И вон сбоку радуга. Ха, красиво, блин. Черт побери. Да, красота. Красота, ляпота. «47, полтинник!» Разогнались по хорошей трассе, по хорошей дороге, так скажем. Завод Коктебель. А еще радуга вон одна. С одной стороны и с другой стороны, да? Там уже радуга исчезла, вон сейчас она здесь. И с левой стороны. Да, красиво, блин, красиво. Красиво. Это тут гостиница Лекс. Куча машин тут у них. Вон впереди радуга еле видно, а эту прям радугу видно
хорошо. Красиво, да. Ну, что-то я боюсь, что в Тихой бухте лужи не подсохли. И как мы оттуда будем выбираться? Вот в чем вопрос. Потому что я смотрю, здесь стоят лужи. А в Тихой после дождя такого хреново, блин. Наверное, надо разворачиваться, ехать по асфальту. Лучше по рджотам, по горам покататься. Я думаю, лучше сделать так. Ну его в баню. Ну его в баню, короче говоря. То там в одном месте по-любому там лужа большая, и там ее фиг, блин, пройдешь, объедешь. Короче, поехали по трассе. Тын-тын. Тын-тын, тын-тын. Тын-тын. Ты-ты-ты-тын. Ты-тын, ты-тын. Тын-тын. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын. Да, подсохнет уже там завтра можно будет ехать, но не сегодня. Вчера часов 5-6 шел дождь такой мощный, так что там еще по-любому не подсохло. Най-най. 30 идем. 32. Да, вот так вот. Тучка такая заходила. Получается, она прошла мимо Коктебеля и пошла на море. Надо было все-таки ехать. Ну ладно, не поехали так. Не поехали. Что тут такого? Поедем завтра или послезавтра. Завтра, может быть, поедем в Новый Свет. Посмотрим по ситуации, по дню какой завтра будет день. Тын-тын. Пошел подъемчик. Да, парки Коктебель, страна Коктебель. Тут можно даже сбавить скорость. Мы все равно уже никуда не спешим. Доедем до Арджо. Лучше по горам Арджо там прокатимся.